Каждому автомобилисту знаком прибор, который в народе называется просто радар. С его помощью сотрудники ДПС измеряют скорость проезжающих автомобилей. Но что, если скорость движущейся машины можно измерить безо всякого прибора, просто на глаз? Меня зовут Манижа, я из города Душанбе, мне 15 лет, и я умею быстро считать в уме. Моим самым нелюбимым предметом в школе была всегда математика. В конце четверти у меня выходили тройки, и я уже не знала, как мне исправить оценки, и часто из-за этого плакала и переживала. Моя мама открыла учебный центр по ментальной арифметике, и я, когда увидела, как там дети считают, мне как-то тоже уже загорелось желание пойти туда, и я начала ходить, и я стала наконец-то понимать, как решать эти уравнения, задачи, считать. Мне кажется, что математику надо знать обязательно, потому что она будет сопровождать нас всю жизнь, она находится везде, и без математики никуда. Например, если я посмотрю на какой-либо автомобиль, который едет, я могу уже на глаз, я не знаю, я как-то чувствую, могу предположить уже, с какой скоростью он едет. Я не знаю, я не прям постоянно считаю там раз, два, я как-то чувствую, когда должна быть следующая секунда, и они у меня так мельком вырисовываются как-то. И таким образом я могу посчитать скорость автомобиля. Я приехала на «Удивительные люди», чтобы показать свои способности, что я умею, и что я необычный человек. Встречайте, в студии удивительных людей Манижа Ташбалтаева. Здравствуйте, Манижа. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно ли вы обнаружили в себе такой талант необычный, измерять скорость пролетающих, проезжающих мимо автомобилей предметов? Ну, не совсем. Я это обнаружила, когда начала ходить на ментальную арифметику. То есть мне стало как-то это интересно этим заниматься. И... Постойте, а как эти вещи связаны? Просто ментальная арифметика, она мне дала быстрый счет. У меня есть определенные формулы, и я быстро складываю это, считаю. Стало еще интереснее. Правда, стало еще интереснее. Способен ли человек на глаз определить скорость движущегося транспортного средства? Давайте проверим. Мы начинаем испытание для Манижи Ташбалтаевой. Это выездное испытание, которое мы провели заранее на автомобильном треке. Перед героиней была поставлена задача определить скорость 3 движущихся автомобилей с максимально допустимой погрешностью 3 км в час. Фиксировать ответы и подтвердить честность проведения эксперимента мы попросили Евгения Пупанишвили. Человек с фамилией Ташбалтаева и Пупанишвили должны были найти друг друга. Давайте, наконец, посмотрим, как это было. Евгений. Манижа. Очень приятно. Друзья, мы находимся на специализированном автодроме, и я хочу вам представить удивительного человека Манижу Ташбалтаеву. Это правда? Вы можете на глаз определить скорость автомобиля? Да. Собственно, сейчас на этой трассе начнутся заезды, и мы будем определять скорость. Вы готовы? Да. Ну, удачи! Спасибо. Отсюда мы будем, собственно, определять скорость автомобиля. Вы это будете делать на глаз, я правильно понимаю? Да. Ну, я это не умею делать, поэтому у меня есть специальный прибор. Радар. Вот перед нами автомобили. У нас, собственно, будет несколько попыток. Каждый раз один автомобиль будет проезжать мимо нас. Ну, соответственно, вы должны будете определить скорость автомобиля. Готовы? Да. Так. Ну что? Старт! Чувствую себя сотрудником ДПС. — 69 км в час. Как вам это удалось?
не секрет. У вас глаз-радар? Ну, так. Я пока в это не верю. Давайте мы проверим еще раз. Давайте. У нас еще 2 автомобиля. Старт! — 76 километров в час. 76. У меня показывалось 79, 81. Ну, почти. Давайте попробуем еще раз. Давайте. Готовы? Да. Радар, ты готов? Да. Ну, поехали. Старт! — 149 километров в час. Обалдеть! У меня 145 показал, но это практически 145-146. Он менял скорость. Мне кажется, что нам пора в студию уже и обсудить то, что я сейчас увидел. Поехали? Поехали. Только не будем превышать скорость. Аплодисменты Манижа Тушбалтаева. Это правда было удивительно. Это было какое-то необычное зрелище, какой-то такой фрагмент из кино, когда человек вдруг сосредотачивается взглядом на проезжающем автомобиле, а потом говорит его скорость. Но это было красиво. Ну, я не знаю, Оля, ваше впечатление? Мне кажется, если бы вы не сказали, собственно, как вы это делаете, это бы выглядело совершенно удивительно. Действительно, глаз-радар, и как вы это делаете. А что такое Манижа сказала, что позволяет вам считать, что вы знаете методику? Ну, я так понимаю, нет, конечно, я не знаю, но она есть. Я так понимаю, что это просто какой-то математический расчет, да, расстояние и за сколько секунд, вы просто, мне показалось, считали, да, это расстояние автомобиль проходит. Ну, да, у меня есть определенная формула, но как бы надо все быстро складывать это. Да, действительно, это какой-то математический прием. Но вот, ну да, но просто лихо, но вот за такое короткое время. Наташ, ваше впечатление? У меня стаж водительский уже много лет. Я могу тоже определить свою скорость. Да, быстро, как я разгоняюсь, за сколько. Боюсь предположить, возможно, вы это делаете по спидометру? Слепую! Нет, фокус был в том, что Манижа определяла не свою скорость, а скорость проезжающего Я мимо могу автомобиля. тоже так. Я шучу. Нет, то, что вы показали, удивительно. Манижа, а можно вас попросить? Просто мне, действительно хочется понять, насколько это сложный счет. Что вы рассчитываете? Я как бы отсчитываю время, с помощью руки. То есть как бы... То есть приблизительные секунды, да, ваши чтобы внутренние. Чтобы секунды были точные. И после я расстояние делю на это время, и чтобы перевести километры в час, я умножаю полученное число на 36 и делю на 10. Да вот, собственно, и все, Оля. То есть вам нужно знать точно отрезок, который проезжает машина? Да, я беру для себя небольшое расстояние, которое я вижу, как бы, что машина проезжает это расстояние, и потом уже отсчитываю. Юный ДПСник. Манижа, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вот, прекрасно, по-моему, мы с вами провели время. Правда, мне было очень интересно понять, попытаться понять, по крайней мере, как вы это делаете. У меня не получилось, я признаю. Сейчас я понимаю, что уже какая-то есть формула и какая-то история, но, тем не менее, мне кажется, что это правда было невероятно удивительно. Спасибо. Спасибо большое, Жень. Василий. Мне очень понравилось задание, такая головоломка. На самом деле с ней справиться не очень просто. Кажется, что человек радар, а ментальная математика, оказывается, решает и такие невероятные проблемы, как определение скорости автомобиля. Я просто получил интеллектуальное удовольствие, разгадывая этот ребус. Было здорово. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Манижа Тушбалтаева, удивительный человек.